Китай, заключивший миллионы турок-уйгуров в Восточном Туркестане в так называемые лагеря перевоспитания, организовал лагерь китайской культуры для молодежи из стран Центральной Азии. Правительство Китая организовало в Восточном Туркестане лагерь весеннего сезона для знакомства с китайской культурой для молодежи из стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. По сообщению агентства Синьхуа, 15 апреля в Синьцзянском педагогическом университете состоялась церемония открытия лагеря под названием «Мост китайского языка», в которой приняли участие 500 человек из 8 стран, включая Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Пакистан и Иран. Согласно сообщению, организатором мероприятия выступило Министерство образования Китая, а принимающей стороной Управление по надзору за образованием Синьцзян-Уйгурского автономного района. В 15-дневном лагере дети изучают китайский язык и углубленно знакомятся с китайской культурой. Сенатор США Марко Рубио призвал правительство США провести расследование в отношении китайских сайтов Тему и Шейн. 16 апреля сенатор Марко Рубио направил письмо министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу с просьбой провести расследование в отношении китайских сайтов Тему и Шейн. В своем письме он заявил, что многие частные организации и журналисты обнаружили убедительные доказательства того, что Шейн и Тему прокладывают путь на американский рынок для товаров, произведенных с использованием принудительного труда уйгуров. Рубио также подчеркнул в своем письме, что пришло время группе по борьбе с принудительным трудом добавить новые места в список компаний, которые должны быть запрещены в соответствии с законом о предотвращении принудительного труда уйгуров. Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что связанные с Китаем хакеры затаились, чтобы атаковать критически важную инфраструктуру США. Как сообщает Нью-Йорк Пост, директор ФБР Кристофер Рэй выступил на программе, проходившей в университете Вандербильта в США. Он заявил, что связанные с Китаем хакеры находятся в состоянии боевой готовности и ждут подходящего момента, чтобы атаковать критически важные объекты инфраструктуры США, такие как водоочистные сооружения, линии электропередач, транспорт и информационные технологии. В ответ на распоряжение главного китайского интернет-регулятора компания Apple сегодня удалила WhatsApp и Threads из App Store в Китае. Как сообщает Wall Street Journal, в качестве причины распоряжение правительства назвало соображение национальной безопасности. Швейцарский банк UBS принял решение уволить своих сотрудников в Китае. Сообщается, что банк также решил закрыть свои подразделения частных фондов в стране. 2 из 3 источников, близких к этому вопросу, сообщили, что UBS закроет 17 частных фондов акций и облигаций из 19 фондов, запущенных с момента начала работы подразделения по управлению частными фондами в 2016 году, и вернет деньги инвесторам. Ученые объяснили, что стремительная урбанизация Китая в последние годы привела к тому, что для удовлетворения потребностей населения в жилье приходится забирать гораздо больше воды, поэтому опасность обрушения зданий в прибрежных городах ставит миллион людей под угрозу затопления при повышении уровня моря. Известно, что в 1920-х годах в Шанхае и Тяньцзине наблюдались признаки оседания, однако было установлено, что за последнее столетие Шанхай опустился более чем на 3 метра.